лайкните, оставьте коммент и подпишитесь. Всем доброго дня суток, дорогие мои! С вами Эльвира из Америки. Порожаптали же погалами, Йолташлак, Тендандене Эльвира Америковича. Сегодня я вас хочу пригласить в наше маленькое путешествие. Это маленькое путешествие пройдет по плотине или же по гидроэлектростанции Хувер, или как называют по-русски, плотина Гувера. Расположена на границе штатов Аризона и Невада в 48 километрах к югу-востоку от Лас-Вегаса. В нескольких километрах от городка Болдер-Сити. Образует озеро водохранилище Мид. Гидроэлектростанция названа в честь Герберта Гувера, 31-го президента США, сыгравшего важную роль в ее строительстве. Строительство началось в 1931 году и закончилось в 1936, на 2 года раньше, чем планировалось. В строительстве участвовали многие тысячи рабочих, 5251 человек. И согласно условиям контракта на строительство не допускался наем на работу выходцев из Китая. Не забывайте, это был 1931 год. Строительство плотины велось в тяжелых условиях. Часть работ проводилась в тоннелях, где рабочие страдали от избытка угарного газа. Некоторые работники стали инвалидами или даже погибли вследствие этого. Работодатель же объявил, что данные заболевания – последствия обычной пневмонии, и он не несет ответственность за это. В то же время строительство плотины Гувера стало первой стройкой, строителями которой использовались защитные каски. Первое электричество было выработано генераторами станции 26 октября 1936 года. Безусловно, гидроэлектростанция Хувер, как говорят американцы, играет важнейшую роль в поддержании баланса энергопотребления на западе США. После террористической атаки 11 сентября 2001 года движение автотранспорта через плотину было ограничено. Некоторые типы машин подвергаются перед проездом обязательному досмотру с целью исключения провоза взрывчатки, а другие осматриваются периодически. Туристы гидроэлектростанции Хувер могут посетить кафетерию, где могут купить себе еду и воду. Правда, это будет немножко дороговато. Например, водичка для нас стоила $2.99. Маленькая бутылочка воды. Live in Hoover Dam. Going back to the Las Vegas. А это уже мы
уезжали из гидроэлектростанции. Надо сказать, что летом лучше сюда не приезжать. Очень-очень-очень жарко. Для ваших машин есть специально отведенное место для парковки. И за парковку вы должны заплатить $10. Хувер-Дам вы можете посетить за бесплатно. Будет стоить $12 или же $15, только если вы захотите взять тур. А это мы на обратном пути в Лас-Вегас, штат Невада. И буквально через 8 месяцев мы проехали по мосту гидроэлектростанции Хувер. Только в этот раз наоборот, из Аризоны в штат Невада. Это Хувер-Дам. По-русски это электростанция, гидроэлектростанция Хувер между Аризоной и Невадой. Южнее, говорит, этого Гранд Каньона. Гранд Каньон – это парк. Is it on the right side? Вы знаете, зрелище потрясающее. Если вы когда-нибудь сможете посетить Хувер-Дам, приезжайте, вы не пожалеете. До завтра. Он часа, юмор понял, Я надеюсь, вам понравилось мое видео. И не забудьте лайкнуть, поставить пальчик свой. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мои другие видео. И, конечно же, оставить коммент. Ваше внимание для меня очень важно. Я искренне желаю всем добра, счастья и радости. До следующего раза. Mai ishanen kodam tendalan kilshen mein video, возалце mein каналышка. Шендезе лайком.
Кодаза шкендан шарамаштан. Исайын порын илыза. Вескана марды. Тау ончымаланда. Кодаза комментам, лайкам шындыса и возалтса мыйдеке.